Да, погода, ребят, испортилась. 7 часов утра. Идет дождь. Вчера вечером звонил жене домой. И она говорит, что сегодня и завтра дождь будет. Такая погода. Но особо не сильно идет. В принципе, жалко, что плащ не взял. А, у меня есть плащ. Все, тогда нет проблем. План высыпается. Не надоело тебе лежать уже? Надоело, скажи. Такая погодка. Весенняя. Первый день вообще как лето было. Солнце, жара. Вчера прохладнее. И ветер целый день дул. И сегодня вот такая картина. Ничего не поделаешь. Надеюсь, перестанет. Спалось хорошо. Печка, наверное, потухла. Погасла. Может и нет. Челка еще. Какие-то угольки есть мелкие. Вчера ужинал. Пол сковороды макарона съел. Время 7. Скоро будет. Сейчас будем что-то думать. Начнем с горячего чая, там посмотрим. Свежую заварку надо заварить. Китайцев послушаем. Будем просыпаться. Плюс 12. 13 даже. Как говорил дед, утренний дождь — это гость. И этот гость уже ушел. Это очень даже хорошо. Сейчас чайник закипел, там остатки, вчерашние, там полчайника было. И заварил я лапшу на завтрак. Хотя макароны есть, но вот хочется лапши этой с яйцом. Заварил. Сейчас еще поставлю чайник. Потом в термос наберу горячей воды и схожу поброжу. Чаю поищу. Вот прям без костра сегодня. Вот тут на печи все. Очень даже неплохой завтрак. Время без 28. Нормально. День длинный. До 6 часов можно еще побродить. Будь здоров. Нормальный ход. Прижала пилу. Спасли пилу. Вот, ребят, рабочий день начался. Сейчас начал уже немножко пропиливать осенний путик. Вот тут немножко пропилил. Давно уже
хотел пройтись пилой, за пилой. Последний раз здесь пилил, знаете, когда? Когда меня медведь шуганул. Вот. В тот год. Не помню уже, когда это было. Вот мои старые пропилы тоже вот. После этого снова уже куча древесины. Просто валежников, море. Непроходимо. Скачешь как сайгак тут. Весь путь, конечно, проходить не стану. И вот основное вот здесь кругом вот такие валежники. Капец, конечно. Фух. Да. Ну ничего. Зато осенью будет веселее ходить. Веселее это, знаете, вот когда ты идешь тихо. И когда у тебя пропиленная дорога, путь. Вот идешь, не надо подниматься, там спускаться, где-то там сучок там сломается. Ты пройдешь мимо, это, тихо, подойдешь к рябчику или еще кому. И где вот постоянно хожу, там поддерживаю тропинки. Вот. Иначе удачи не видать. Пока дождя нету, поработаю. Капец, тут навалило, конечно. Ух. Да. Я уже начал собирать тягу. Иду. Не пойми, куда я зашел. Вообще такой бурелом. И вышел к такой старице сейчас. Вот. И вдруг услышал такой вот где-то шум. Не знаю, не понимаю. Ветер поднимается или что. Оказывается, ребят, там просто десятки или даже сотня лягушек. И они тут квакают, капец. В одной куче. Собрались в одной куче. Нигде больше их нету. Ну, вон там они. Прям толпа. Его слышно, надеюсь, слышно. Вот это да. А я-то думал, блин, ветер. Да, а не лягушкина. Дальше иду вот такому бурлому, ребят. Пожалел, конечно, что я сюда зашел. Это Эльдорадо для лосей. Хрен отсюда ты возьмешь. Не подойти, ничего. А они тут живут, вот именно в таких местах. Им тут самое безопасное место. Вот. Капец. Был случай, наверное, лет 3, даже может дальше уже больше. Я так тоже шел где-то в этих местах, чуть, наверное, получается еще дальше туда. И, короче, иду, рябчик сидит. Бумс. Я в рябчика из мелкашки выстрелил. А чуть-чуть, буквально от меня, ну, грубо говоря, 70 метров. Вот такое же место. И такой вот, типа старицы, и там такой островок. И, ой, ветер поднимается. И этот, гуща леса, ничего не видно. Там, оказывается, корова с теленком лежали. Такой шум, грохот. Если бы я не выстрелил, прошел, они бы так и лежали. Они даже и не поднялись бы. И давай, ломанулись они, побежали. Я потом сходил, я вам это все записал, видео, показал их лёжку, их автограф, что оставили. Ну, видно, что там корова с теленком были. Вот об этом я говорил, что у нас тайга вот такая. Нет такого, что, блин, редкие места. И если я
нахожу такие места, я тоже озвучиваю. Вот там, если зверь там отсюда взять, издалека можно выстрелить. В основном гуща такая. Вот. Рябчик. Нету таких особо мест, где нормально с подхода мог бы человек охотиться и где-то примерно со 100 метров кого-то увидеть. Вот тут, скажу вам, тоже я на острове. Придется вон туда дальше идти, что ли. Тут не перейти просто никак. Старица на старица, старица на старица. Блин. Вот это я попал. Придется возвращаться туда и обратно. Туда идти. Обходить. Никакой березы нету. Ничего тут нет. Заложить. Я еще упал, блин. Ох. Вот так и шею сломаешь. И никто тебя не найдет никогда. Никакая МЧС. Бывает, самому надо ошейник одеть. Чтобы нашли. Вот так. Так неудачно упал я, ребят. Вот так попадешь на топор или еще. Ну нафиг. Обойду лучше. И тут скажу вам я, где я прошел. Ай-яй. Вот я время потеряю целых час. Драгоценного времени. Ну вот, ребят, обошел большущий круг. Тут смотрите как. Дальше дорога не лучше. Живого места нет просто. Ой, блин. Сапог бы не порвать. Там, думаю, уже будет. Ой. Вон там, наверное, думаю, уже река будет. За тем лесом. Вот это бурелом еще тут. Ну зато познакомился, посмотрел. Сюда больше осенью меня не потянет. Сухая елка самая опасная, блин. А слушай, это сучья, как кинжал. Вот, видите? Вот. Ни одного живого места нету, везде валежник, 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 валежник. Тут просто ураганище было, наверное. Да и сам по себе елка гниет быстро. Ломается потом. Бывает так. Иду и подстукиваю. Даю знать зверям, что я тут иду, меня не трогайте. Идите своей дорогой. Фу. Как в сказках, блин. В таких местах медведи ходят. Где-то слышу гуси летят. Далеко. Кричали. Вон там одно дерево. Вон второе, ребят. Третье. 3 дерева. Наконец-то за долгий путь нашел чагу. Но хотя у меня в рюкзаке вот столько уже. Вот. Пол рюкзака уже есть. И здесь наберу, уже рюкзак наберется. Но этот путь оказался очень тяжелым. Блин, мама, не горюй. Здесь наберу и уже выйду к реке. Оставлю мешок. Начал уже рубить. Да, я думаю, включусь, покажу. Да, неплохая чага. Этот вообще здоровья хороший. Тут еще один жмоток небольшой. В общем, буду чистить. Но самое главное, вот это все надо снять отсюда. Уф,
с другой стороны придется. Сюда не идет. Хорошо сидит. Так. Видите, как не просто ножом бы не отломать это все. Ну вот. А вот еще одна. Сразу не заметил. Бывает круговую тягой. Обхватываю дерево. Ну, потом оттуда возьму и там еще. Походу, ребят, на этой елке всю зиму белка жила. Шишковала. Вот это да. Это не клесты. Это уже точно этот, как сказать, белка. Капец. Как рыжий ковер там получился. Иду оттуда. Смотрите, ребят. Есть и райский уголок, где ходить легко. Вот просто вот тихо-тихо иду, слушаю природу. И самое главное, минимум валежников тут. Можно где-то обходить. Вот. Рябчики тут лунились все лето. Ой, зиму. Вот следы. Сейчас чай пил. Но еще не обедал. На обед взял сыр и этот хлеб. Вон маленький, наверное, чагенция. Так что приходится много тоже ходить искать. Время от времени попадаются. Вот такая вот находка очередная. Но весь процесс, как и говорил, снимать не стану. Офигеть. Тихо стало, вообще ветра нету. И тепло. Прям даже жарко. Вышел к реке. И, ребят, видно следы лосей. Не скажу, что свежие, но сейчас вот уже весной здесь кормились. Смотрите, как высоко они достают. Ну, в принципе, наверное, сюда он вставал передней ногой. Капец. Вот если сейчас покажу вот мой рост. Я еще на дереве сижу. Стою-то есть. Вот так. Они высокие парнишки. Прямо в одной куче здесь кормились. Может, один бычара какой. Также белки шишковали. Пока вроде все тихо. Свежих следов лосей не было. Куда-то ушли. Жили, видать. Проходили, кормились. И дальше куда-то ушли. Большая таежная река сейчас. Вон она. Какая огромная. Слышите звук природы? Птицы поют. Перекур, ребят. Прошел уже очень далеко. Сейчас вот после чаепития, вот смотрите, какой мешок. Вот здесь прям на берегу оставлю. Не забуду. Вон там поперек лежит елка с березой,
свалилась. Мне придется проскочить. Вот, оттуда уже я увижу этот мешок и заберу. Так что, ребят, дальше идем уже налегке. Вот сейчас я покажу, как все это выглядит. Как получается завалы, заторы. Вот, с берегом елка упала. И поперек реки. Вон вершина на другом берегу. Видите? И сюда вот ну, как выше, которые вот валежники лежат, чурки там, еще какое-то маленькое бревно, все вот сюда накапливается, и завал получится. Конечно же, осенью мы эту елку будем шинковать, иначе не проехать. И весной следующего года уже это все уйдет. Короче, ребят, возвращаюсь к лодке. 3 мешка набрал. Вообще даже рюкзака нету. Последний мешок это рюкзак был. Смотрите, по каким местам хожу. Капец, конечно. Гуща тайги тут. Бурелом. Вообще в упор ничего не видно. Это хорошо, когда издалека что-то видишь. Какая-то опасность или наоборот. Ну нафиг. В горле пересохло. Надо попить. И думаю, уже на сегодня буду заканчивать работу. Хватит. Небольшой перекус. Плавленый сыр, как всегда. Дружба. Подушечные конфеты. Чай и хлеб. Вот такой вот наборчик. Обед. Сейчас поеду собирать уже мешки. Прям сотни гусей. Штук 100, наверное. 2 косяка. Большие-большие. Строго на север идут. Высоко летят. Очень много их. 5:30 вечера. Я возле избы приехал. И где-то с часик уже в избушке. Напился чая. Самое главное, я, вот взял чайник возле себя, поставил, наливаю, пью, наливаю, пью, наливаю, пью. И так я напился, потом разделся и отдохнул нормально. Вот. Сейчас сходил за дровами, 2 чурки принес. Опять вон туча поднимается. Хотя день хороший был. Вон бездельник. Котелок каши ему тоже поставил. До завтра ему хватит и останется, думаю. Много сварил. Вчера сварил кашу с этим. Мясо кур тоже было. Консервы старые. Срок годности как бы еще нормальный был, но уже, думаю, дам. И не съел, наверное. Не хочет. Вот. Но день такой вот, хороший был. С утра дождь был, а потом все изменилось. Дождя нету. И сейчас пока все высохло. Ветерок поднимается, то вообще штиль становится. Очень много птиц. Что-то в будку заходил, опять вышел. Не лежится ему. Вот. Собрал сегодня в основном чагу. Немножко путик там пропилил. Но основное, конечно, пропилка это, знаешь, где-то пропиливаю, где уже невозможно ходить. А есть места вообще далеко. Туда пилой там идти. Вот каждый год так топором себе дорогу прочищаю. Прошел и прошел там. Осенью раза 3 прошел их. Нормально. Вот. Потом чагу в основном собрал. Видел стаю гусей. Несколько рябчиков видел. 2 перехода медведя видел. Через речку переходил, там следы. Лощей, как ни странно, вообще нету. Вот, ни переходов,
если переход есть, то как бы следы остаются и нету. И тоже вот, чтобы жизнь лосей я тоже, вот весенняя жизнь лосей я тоже не увидел пока. Вот. С села первый поход, когда вот был на другую таежную речку, за чагой ездил, я вам показывал. Там свежие следы были, лосиные. Вот. Ладно, сегодня и нету, завтра будут. У них как бы ноги длинные, ходят много. Где не ожидаешь, там встречаешь. Бывает вот тут, рядом. Зимой и, видно, приходили. Оставили там следы. Как бы говно так называемое. Ну, я имею в виду автограф. Вот. Тулан отдыхает, выспался. Пение птиц слушаю. Сейчас буду, ребят, колоть дрова. Вскипятить надо чай. Ну, кипяток. Чайник. И еще раз колю в избушку, занесу там. Немножко тоже растоплю в печку. Приготовлю какой-нибудь ужин. У меня макароны еще полсковороды, я еще не дотрагивался. Полсковороды есть. И еще немножко, наверное, сварю что-нибудь из картошки с консервами. Вот. Здесь немножко убрал вот этот землю. Видите, как отсырело все. Это есть нехорошо. Очень даже. Когда вот сырость, он гниет. А в остальном все чин-чинарем. Самое главное, завтра, чтобы не забыть вот это нижнее вот утепление, все надо открыть мне, чтобы все лето там воздух просто гулял, продувал. Между прочим, ни одного мыша нет. Сегодня один труп мышей видел. И еще в одном месте, как сказать, перья рябчиков. Ну, зимой, наверное, кто-то задавил рябчика. Может, лиса или куница. На лунках, может, и задавили. Вот. А мышей вообще нету. Вообще ни шороха еще не слышал в избушке. Вот ночую. Вообще тишина. Вообще ни одного мыша нету. Представляете? Вот такие дела. Завтра здесь вот это утепление тоже надо убрать. Да, Тулан, завтра поедем. Погуляли. Отдохнули. Да. Ничего, придет осень, нагуляешься, набегаешься. Да, Тулан? Ну, собака, знаешь, радует. А на охоте, наверное, 70% дичи он пугает. Пока он залает или просто от собаки выскочит птица и улетит там. Блин, 70%. Без собаки, когда тихо идешь, там больше бывает добываешь. Но и собака веселее, конечно. Есть с кем поговорить. Тлами. Вот. Каша полная у него кастрюля. Мало ест. Совсем мало. Была собака у меня. Жулик. Кличка Жулик был. Кобель тоже. Рабочая, блин. Жесть. Вообще он по боровой хорошо работал. Ну и аппетит у него тоже, будь здоров, был. Постоянно там вот спорим, блин. Но я уже перестал спорить, и я в ответ не стараюсь писать насчет кормежки этой собаки. Или редко пишу. А
Это тулан, он шикует. Видите, с консервами ему кашу сварили. Кашу сварили консервами. А до этого собаки охотничьи мои были. Просто картошку варили. С удовольствием они ели картошку. В мундире варишь там, потом мнешь руками так, даешь с водой там или еще остатки супа там, разведешь там, дашь и ест. Вместо этой крупы мы варили из отруби, так называемую кашу из отруби. Только в путь идет. Кушают только, я не знаю, как это назвать. Очень даже хорошо. А этот каприз, это уже каприз. Это, я не знаю, вот то же самое, как бы, я уже не стану повторяться, об этом уже тоже говорил на будни Олега. Ой, жизнь пошла. Мясом корми собаку там. Эти сухие кормы покупай там. Да. Да, Тула. Балдеешь ты. Вот. Спорить можно на любую тему и бесконечно. Насчет животных спорить. Можно спорить насчет техники бесконечно. Это хоть каждый день. Ладно, болтаю. Сейчас пока дождя нету, займусь я бытовыми делами. Завтра основное уберем. Завтра не спеша буду собираться к вечеру, чтобы приехать. Сейчас не осень. Здесь на повороте, ниже поворота, там спилил один сегодня еще. Один такой поперек береза. Я потом на березу заехал. А там выше березы большая сушина. Корнем задела там. И, короче, и 2 березы там. Хорошо пилить. И даже удачно как-то я пилю, и как-то он не зажал, а он наоборот раскрылась вот этот. Пильный раскрылся. И сперва одну березу спилил, лодка так поднялась. Где-то сантиметров на 10. Второй спилил. И полностью спилил, это половина березы с сушиной начала плыть. А вторая половина со стороны корня, он еще приподнялось, наверное, сантиметров 30 где-то поднялось. И бум, я думаю, сейчас так поднимет, что у меня зад вообще уйдет под воду. Но нет, все обошлось нормально. И вторая половина так повернула и прилипла к берегу. Вообще идеально так получилось, четко. Думаю, уплывет куда-то, застрянет опять. Нет, он возле берега так остановился. Вот такие мелочи я уже не стал снимать уже сегодня. Просто катался на лодке, собрал чагу. Где-то 4 мешка получилось. Очень много прошел, очень много. Идешь, вообще нету. Потом бумс, 3 дерева. Тык-тык-тык. И почти мешок. Я имею в виду рюкзак. Потом идешь опять. Хотел еще дальше, потом сушняк такой у меня начался, обезвоживание, или как это называется. Потом с конфетами чай попил, там в лодке была, маленький термос, все выпил, вообще. Потом просто сырую воду еще выпил. Хочется пить. Думаю, хотел еще, уже было 4 часа вечера. Нет, обманываю. Где-то 3,5 часа было уже дня. И думаю, лучше я поеду в избушку. Если я туда еще час, обратно час, 2 часа. И, короче,
Завтра, если что, по пути. Может, если где-то увижу, еще остановлюсь. А так нормально хватит. 2 затора вот таких нехороших. Нет, 3 даже. 3 затора, которые я... 4. 2 больших. Одна елка потом. И еще одна возле острова там. 4. А остальное не считаю. Вот это. Где-то перепрыгнул, где-то под деревом проехал. Как я поднимался, а где-то сантиметров... Кукушка, что ли, это? Пролетела вроде как кукушка. Где-то сантиметров 10 уже вода ушла. Ну и со вчерашнего дня сантиметров 5 обратно поднялась. Представляете? Вроде кукушка прилетела. Вот. Ну все, поболтал, хватит пока.